أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, мир, милость и благословение нашему Господину, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семье и всем его сподвижникам. Да будет Всевышний Аллах доволен ими. Уважаемые братья и сестры, сегодня по воле Всевышнего Аллаха мы поговорим о тех, кто обрел истинное счастье в обеих мирах. Мы поговорим о тех людях, которые являются знаменосцами веры. Мы сегодня поговорим о тех людях, сердца которых переполнены любовью ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, нашему Господину, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Кто же эти люди? Эти люди – приближенные рабы Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит про них в своей священной книге. Бисмиллахи рахмани рахим. Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Аллазина аману ва кану яттакун. Садакаллаху азим. Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы обратили внимание и говорит: поистине приближенные рабы Всевышнего Аллаха, им нечего страшиться, и у них не будет печали и горя ни в этом мире, ни в мире вечном. Приближенными рабами Всевышнего Аллаха являются те рабы Всевышнего Аллаха, которые уверовали, как надо правильно веровать Всевышнему Аллаха, также боялись Всевышнего Аллаха достойным образом, как нужно бояться. Формула приближения ко Всевышнему Аллаху заключается в этих двух качествах. Первое качество – аль-иман – вера. Второе качество – ат-таква – богобоязненность. Истинная вера, она заключается в безусловной вере во Всевышнего Аллаха. То есть истинная вера – это истинная вера во Всевышнего Аллаха во все времена и во всех случаях. Безускорительная вера во Всевышнего Аллаха. Также богобоязненность, истинная богобоязненность во всех делах человека. Этими двумя высокими перед Всевышним Аллахом качествами обладают без всякого сомнения все приближенные рабы Всевышнего Аллаха. Отличие людей от приближенного Всевышнего Аллаха заключается в двух качествах: в истинной вере и в истинной богобоязненности. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе, который передал Абу Хурайра, да будет доволен им Всевышний Аллах, говорит: «Ман ада ли валиян факад азантуху биль харб». Любой человек, не имеет значения, мужчина, женщина, без разницы, тот, кто объявит войну приближенному рабу Всевышнего Аллаха, сам властелин всего сущего, сам великий, всемогущий Аллах объявляет войну данному человеку. Что такое объявление войны
приближенному рабу Всевышнего Аллаха. Некоторые могут подумать, что объявление войны приближенному рабу Всевышнего Аллаха, смысл этого – прямое нападение на приближенного раба Всевышнего Аллаха. Да, прямое нападение также включает в себя в объявление войны приближенным рабам Всевышнего Аллаха. Также объявление войны приближенным рабам Всевышнего Аллаха означает клевета, означает злословие, означает унижение этих людей. Любой человек, который подумает даже осознанно в плохую сторону по отношению к приближенным рабам Всевышнего Аллаха, он без всякого сомнения сталкивается с войной, которую ему объявил, как мы сказали ранее, властелин всего сущего Всевышний Аллах. Дальше в этом хадисе пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывает нам, по какой причине приближенные рабы Всевышнего Аллаха приблизились ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах дальше через своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в данном хадисе: ни один раб из его рабов не приблизился ко Всевышнему Аллаху в первую очередь, кроме как достойного, полноценного выполнения обязательного условия, обязательных молитв и всех обязательных благих деяний, которых обязал Всевышний Аллах. То есть любой приближенный раб Всевышнего Аллаха, без всякого сомнения, он в идеальной форме, которую требует от нас Всевышний Аллах, выполняет пятикратную молитву днем и ночью. Также в полной форме он постится в месяц Рамадан, выплачивает, если есть на то условие, закат, также совершает хадж и умру. Каждый может стать любимцем Аллаха, ведь об этом говорит наилучший из людей пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. На этой земле наилучшими деяниями являются 3 деяния: поиск знаний, борьба на пути Аллаха, добывание пропитания дозволенным путем. Ибо ищущий знания – любимец Аллаха, усердствующий на пути Аллаха – уважаемый раб Аллаха, добывающий пропитание дозволенным путем – друг Аллаха. После того, как раб Всевышнего Аллаха достойным, наивысшим образом выполняет обязательные действия, которые должен выполнить любой мусульманин, после этого этот раб начинает делать дополнительные деяния. Раб начинает усердствовать в поклонении, выполняя сунну пророка, да, благословит его Аллах и приветствует. И как только он каждый раз достойно выполняя сунну нашего господина, нашего пророка, да, благословит его Аллах и приветствует, таким образом он приближается ко Всевышнему Аллаху. Как только он достигает в этом истинном, в чистом поклонении определенного места, он становится приближенным рабом Всевышнего Аллаха. Именно в этот момент, как говорит Всевышний Аллах через своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует в этом хадисе, именно в этот момент Всевышний Аллах дает своему приближенному рабу те наивысшие качества, которые Всевышний Аллах не дает другим своим рабам. Например, любой приближенный раб Всевышнему Аллаха, как только он приблизился ко Всевышнему Аллаху, ни один раз он со своим взглядом не будет смотреть на запретное, потому что его взгляд охраняется Всевышним Аллахом. Также после того, как раб Аллаха приблизился к своему Господу, Всевышний Аллах защищает от всякой нечисти, от всего, чем сам Всевышний Аллах недоволен, его язык. То есть приближенный раб Всевышнего Аллаха через свой язык не будет произносить ни одно слово, даже полслова, которым недоволен Всевышний Аллах. По какой причине? Именно по причине приближения этого раба ко Всевышнему Аллаху, потому что Всевышний Аллах оберегает его язык.
оберегает его язык от всего, чем сам Всевышний Аллах недоволен. Также приближенный раб Всевышнего Аллаха оберегаются его уши, то есть запретное, то, что не подобает слышать приближенному рабу Всевышнего Аллаха, Аллах отдаляет от его ушей. То есть приближенный раб Всевышнего Аллаха не будет слушать клевету, он не будет слушать бесполезные разговоры, он не будет слушать унижения, например, в отношении мусульман и даже не мусульман, лишь потому, что Всевышний Аллах охраняет его слух и не дает тому той вещи, которую он запретил, которой он недоволен, приблизиться к слуху своего приближенного раба. Без всякого сомнения, ни один раз, как только он приблизился ко Всевышнему Аллаху, он не ступает своей ногой в запретное место, потому что его ноги также охраняются Всевышним Аллахом, самим Всевышним Аллахом. Также руки не трогают запрещенное, потому что его руки также охраняются Всевышним Аллахом. То есть, как только раб приблизился к своему Господу, все его тело, все, что находится вокруг него, охраняется Всевышним Аллахом, охраняется Всевышним Аллахом от тех вещей, которые Он запретил. Таково положение приближенных рабов Всевышнего Аллаха перед Всевышним Аллахом. В хадисе, переданном от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, говорится: пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришли многобожники, которые совершали грехи, убийства и прелюбодеяния, и сказали ему: «Религия ислам, который ты призываешь, прекрасна, если ты поведаешь нам то, чем можно искупить наши грехи». И тогда был ниспослан аят, в котором говорилось, что все эти грехи прощаются тем, кто уверовал в Аллаха, совершил искреннюю таубу и в последующем будет совершать благие деяния. Как только приближенный раб Всевышнего Аллаха достигает определенной степени перед своим Господом, перед нашим Богом, Всевышний Аллах дает ему всякую вещь, которую он просит. Всевышний Аллах говорит, что как только он попросит о чем-то, без всяких сомнений Всевышний Аллах даст ему то, что он просит. И как только Всевышний Аллах приближает к себе по причине верного, правильного, искреннего намерения и деяний своего раба, он также оберегает своего приближенного раба от всякой вещи, которым он недоволен. И даже если этот приближенный раб не просит Всевышнего Аллаха об этом. Таково положение приближенных рабов Всевышнего Аллаха перед Всевышним Аллахом. Приближенные рабы Всевышнего Аллаха – это те люди, как мы сказали, подчеркнули ранее, которые все, что связано с религией Аллаха, все, что связано со Всевышним Аллахом, делают это на высшем уровне. У приближенных рабов Всевышнего Аллаха всегда бывает правильно искреннее намерение в отношении религии и деяний ко Всевышнему Аллаху. Также эти люди, которые, например, элементарные вещи, которые мы все делаем, омовение, намаз и так далее, они, приближенные рабы Всевышнего Аллаха, делают это с особым усердием, с особым намерением. Ни одну вещь они не делают, ни одно слово они не говорят, и ни один взгляд у них не падает на творение Всевышнего Аллаха, кроме как ради довольства Всевышнего Аллаха. Приближенные рабы Всевышнего Аллаха – это те люди, которые все свое деяние, каждый свой шаг делают лишь для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Таково их место перед Всевышним Аллахом. И ни один раб, как мы сказали ранее, не приблизился ко Всевышнему Аллаху только после выполнения достойно обязательных деяний, которые на нас возложены религией ислам, и исполнения достойно наивысшим образом сунны нашего Господина, нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы все
безо всякого сомнения должны следовать приближенным рабам Всевышнего Аллаха. Мы должны изучать их путь, чтобы посредством изучения их путей для нас дошла благодать, которую их окружил Всевышний Аллах. Приближенные рабы Всевышнего Аллаха были, есть и будут. Именно они являются знаменосцами веры. Именно они днем и ночью трудятся, распространяя религию Всевышнего Аллаха. Люди, достигших высоких духовных ступеней, полностью посвятивших себя поклонению Аллаху и служению Ему, они не испытывают страха и печали, а их вера и богобоязненность ведут к великому преуспеянию в этом мире и в последней жизни. Как мы можем понять, кто является приближенным рабом Всевышнего Аллаха? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, нам ответил на этот вопрос, сказав в своем хадисе, что если вы увидите достойного мусульманина, и как только вы его увидите, если этот мусульманин будет напоминать своим внешним видом, своим разговором и деяниями религию Всевышнего Аллаха, то без всяких сомнений этот человек является приближенным рабом Всевышнего Аллаха. На пути приближения ко Всевышнему Аллаху нужно днем и ночью трудиться. Это нелегкий путь, однако для тех людей, которые выбрали этот путь и которые достойно трудятся ради приближения ко Всевышнему Аллаху, не бывает трудно идти по этому пути. И пусть Всевышний Аллах даст нам взять пример с приближенных рабов Всевышнего Аллаха. Вальхамду лиллахи раббил аламин.